Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. Православные христиане празднуют крещение Господне или Богоявление. Во всех храмах республики прошли праздничные богослужения. Кабмин утвердил 6 целевых государственных программ в сфере здравоохранения. Также принял решение об единовременной выплате семьям добровольцев, погибших на Донбассе. Сотрудники госстандарта проверили реализуемые баллоны газа на соответствие нормам заполняемости и безопасности. 19 января православные христиане празднуют крещение Господне или Богоявление. В этот день во всех храмах республики проходят праздничные богослужения и чин великого освящения воды. В Сухумском кафедральном соборе крещенскую службу вел глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Службу посетил президент Аслан Бжаня. Глава государства также посетил Каманский монастырь святого Иоанна Златоуста. Потом продолжим. У нас, знаете, еще мы выставки делаем. В канун великого праздника Крещения Господне или Богоявления наша съемочная группа побывала в Каманском монастыре святого Иоанна Златоуста и в Новоафонском монастыре Симона Канонита. Репортаж Алики Трапш. Богоявление или Крещение Господне является одним из главных двунадесятных праздников в христианстве. В этот день православные всего мира вспоминают евангельское событие, как Иисус Христос в реке Иордан принял крещение водой от Иоанна Предтечи. После этого было явление всех лиц Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Уже по сложившейся традиции в крещенский сочельник люди едут в село Каман. Каман переводится как «святое место», и название полностью соответствует действительности, ведь оно связано с именами 3 святых. По преданию, здесь покоятся мощи святого мученика Василиска. В Камане умер, не добравшись до места ссылки, один из 3 вселенских святителей Иоанн Златоуст. Тесно связан Каман и с Иоанном Предтечи. Ежегодно в крещенский сочельник в реке святого Василиска настоятель Каманского монастыря отец Игнатий совершает великий чин освящения воды. Наитимся тагода духа, освети воду сию. Любо черколюбче царю, гляди ныне наитимся тагода духа, освети воду сию. Уже по сложившейся традиции, после освящения воды верующие окунулись в реку святого Василиска. Они верят, что, искупавшись в освященной воде, избавятся от душевных и телесных недуг. Здоровья всем, чтобы наша, Абхазия цвела, и все люди не болели. Великий праздник Боженька. Пусть будет мир, самое главное на этом прекрасном земле, везде, чтобы никогда не было препятствий, зависти, болезней, чтобы детям было хорошо, нам было хорошо. Всем желаю крепкого здоровья на нашей родине Абхазии, чтобы всегда было мирное небо, чтобы никто никогда не болел. И вот такая благодать, которая сегодня, дай Бог, чтобы всегда так было. Это духовное облегчение, вера к Богу, это спасение души человеческой. Это то, что не хватает нам сегодня всем. В Новоафонском Симоно-Канонитском монастыре в храме святого апостола Андрея Первозванного также прошла божественная литургия в честь праздника Богоявления. После окончания литургии духовенство Новоафонского монастыря вместе с прихожанами направились к реке Псырцха для совершения великого чина освящения воды. Стоит отметить, что это место связано с именем апостола Симона Канонита, который 2000 лет назад проповедовал на абхазской земле христианство и на реке Псырцха впервые совершил крещение.
related has this cast busy shows is a duruzer hoit war a hansha. Upsitske zildash yardan, adzitske it with psizmas, gamet for a genuche. War a webzietes bobs haush gewai. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству крещения, одному из 7 главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе. شهدراويت وراوزة بزيا يبازبها وفتتوا أخر شرزمازا بسجي. В день Святого Богоявления православные христиане с верой черпают и принимают освященную воду, поздравляя друг друга со светлым праздником. Желаю всем мира, добра, конечно же, веры. Сегодня, наверное, многие будут крестить в водах священной Псырцки своих детей, и взрослые, и дети. Желаю всем спокойствия, мира, тишины и, конечно же, причащения к вере Христовой. Всех наших людей, гостей, всех близких, родных поздравляем с этим самым замечательным днем Богоявления, как мы говорим, еще и крещение в народе. Самый чудесный день, который несет чистоту своей хрустальной водой, своими помыслами, своими деяниями. Люди, давайте будем верить, давайте будем чище, давайте будем благоразумнее. Низкий поклон всем верующим, православным во Христе. Будем здоровы и счастливы. Председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофеет Бар рассказал об истории и традиции праздника Богоявления. Часто мы в народе, мы слышим название этого праздника «Крещение Господне». На самом деле это неправильно, потому что в церковных календарях, в книгах церковных, везде сегодняшнее торжество именуется Богоявлением. Потому что когда Господь пришел на реки Иордана принимать крещение от пророка Иоанна, в этот момент открылись небеса и был услышан голос Бога Отца. Дух в виде голубя снизошел на Христа, который был Сыном Божьим. И вот это называется явлением, откровением Христа как второй ипостаси Святой Троицы или откровение Святой Троицы. Поэтому правильнее называть именно так этот праздник Богоявления, а потом уже, безусловно, и события крещения Христова. Вода – это стихия, в которой человек нуждается, он должен ее пить. Но освящает нас, вот все эти люди, которые сегодня здесь присутствовали, за счет их молитвы и молитвы священника мы обращаемся к Господу, чтобы Он ниспослал благодать Святаго Духа на эти воды стихийные. Вот что нас освящает. Вот это тоже, пожалуйста, не путайте. Я это говорю почему? Потому что люди часто приходят, вообще не участвуют ни в богослужении, ни в молитве, ни в освящении во время освящения воды. Потом придут через 5 часов, значит, набирать воду. Чтобы вы понимали, не вода играет роль, играют люди, участвующие, молящиеся в этот день. Многие верующие считают, что после освящения воды надо устраивать крещенские купания, что вода очищает от грехов. Но на самом деле это заблуждение, поскольку обряд купания относится к народным, а не церковным традициям, отмечает архимандрит Дорофеет Бар и настоятельно рекомендует не делать этого. Хочу просто напомнить вам, что молитвы, которые мы сегодня читали, они написаны в древности отцами церкви. Там сказано черпающие и потребляющие, то есть выпивающие эту воду и окропляющую себя с верою и благоговением. Поэтому на самом деле церковная традиция, она гласит о том, что мы с большим благоговением черпаем и потребляем эту воду и несем ее с собой. Но там нигде не сказано о том, что в этот день нужно купаться. Почему сегодняшнее событие очень важно? С точки зрения нашего времени, проблем, которые существуют в наше время. Это важно, потому что, к сожалению, мы с вами все время загрязняем наши воды.
и эту реку, и море, и особенно после туристического сезона, который заканчивается, все это мы загрязняем. И вот такие освещения, это в том числе обновление, освещение и благоговейное отношение к стихиям, к природе и к воде, которые нам дарует Господь. Крещенская вода набирает особую силу и целебность. Она может стоять весь год и не портиться. Ее верующие употребляют с благоговением, с надеждой на исцеление недугов, окропляют каждый уголок своего дома. Алика Трапша Сидамалия, Джамбуч Хапелия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сотрудники МЧС Абхазии в Крещенскую ночь у источника Святого Василиска в селе Каман несли дежурство. Здесь был развернут стационарный пункт обогрева. Об этом в материале пресс-службы МЧС. Еще засветло в Крещенский сочельник сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии приступили к разворачиванию стационарного пункта обогрева у источника Святого Василиска в селе Каман Сухумского района. В нем была размещена тепловая пушка для желающих обогреться после окунания в Крещенскую купель. Также спасателями была развернута световая башня, освещавшая место водосвятного молебна. Служба тыла обеспечила наличие в специальных термосах сладкого горячего чая для прибывающих паломников. У источника Святого Василиска несли дежурство и сотрудники медуправления МЧС Абхазии на машине скорой помощи. По словам руководства спасательного ведомства страны, подобные мероприятия с участием большого количества граждан и гостей республики традиционно являются объектом несения службы сотрудников МЧС во избежание чрезвычайных ситуаций. И на этот раз спасатели и медики МЧС Абхазии находились в селе Каман до глубокой ночи в течение всего времени, пока православные молились и погружались в источник Святого Василиска. Благословен Бог наш! Аду даруємо войти назад, загиб на унагдza. По данным МЧС страны, Крещенская ночь прошла без каких-либо серьезных происшествий. Кабмин утвердил 6 целевых государственных программ в сфере здравоохранения, а также принял решение об единовременной выплате по 1 миллиону рублей семьям добровольцев Дмитрия Цвижба и Казбека Биджева, погибших в ходе специальной военной операции на Донбассе. Все подробности в репортаже Эсмы Голанзе. В начале заседания Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу Минздрава «Лечение граждан за пределами и на территории Абхазии». Финансирование программы осуществляется за счет республиканского бюджета. На ее реализацию в 2023 году предусмотрено 90 миллионов рублей. Ежегодно в Министерство здравоохранения Республики Абхазия поступает заявление от граждан, которым необходимо оказание указанной медицинской помощи. В медицинских учреждениях республики не оказываются определенные виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи из-за отсутствия необходимой материально-технической базы. В связи с чем Министерство здравоохранения Республики Абхазия вынуждено направлять граждан на лечение в медицинские учреждения за пределами республики. Аналогичная целевая программа реализовывалась и в предыдущие годы. В рамках реализации программы в 2022 году на лечение было направлено около 1300 пациентов. На эту программу государство не будет экономить никакие средства. Так, Эдуард Владимирович? Это наша общая государственная позиция. Сколько нужно будет денег, столько денег мы и найдем. Таково поручение президента, и мы будем его выполнять. Поэтому требования к Министерству здравоохранения, к профильным учреждениям, ко всем членам правительства очень внимательно подходить к реализации этой программы. Мы все имеем к этому отношение. Все абсолютно. Потому что обращение не только в Минздрав, правильно? Обращение к депутатскому корпусу, обращение в администрацию президента, обращение к вам, как членам правительства, с просьбой помочь. И требование президента, мое требование, у нас консолидированное требование по этому поводу, реагировать немедленно. Также утверждена программа централизованного приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медучреждений. Ее цель – улучшение качества медицинской помощи путем устранения дефицита препаратов и медизделий, а также своевременное обеспечение ими. На финансирование программы предусмотрено 150 миллионов рублей.
Для лечения детей с неврологическими заболеваниями, такими как ДЦП, эпилепсия. Необходимы для лечения беременных, находящихся на амбулаторном наблюдении. Это антикоагулянты, иммуноглобулины и так далее. Необходимы для лечения больных сахарным диабетом, инсулин, средства измерения уровня глюкозы в крови, инсулиновые помпы и расходные материалы к ним. Необходимы для лечения больных с онкологией, химиопрепаратами третьей линии. Необходимые для оказания неотложной помощи пациентам, поступающим в медицинские учреждения в курортный сезон с инфекционными заболеваниями. Вакцинами по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцинами для профилактики гриппа. На реализацию программы развития и совершенствования организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в 2023 году предусмотрено 50 миллионов рублей. Основные задачи программы – повышение продолжительности и качества жизни больных с ХПН. В рамках реализации программы будут осуществляться формирование Министерству здравоохранения Республики Абхазия заявок на приобретение расходных материалов, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения для проведения процедуры гемодиализа, а также лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований. Сегодня эти процедуры проходят неплохо. Нагрузки огромные на персонал. Так, в среднем в год до 7 тысяч процедур. Это не просто так. Сделайте, в кавычках, поход туда, поговорите с персоналом, послушайте их. Там были замечания одно время от больных, такие технические вопросы, назовем, там, переодевание, там, да, и так далее. Посмотрите, как это происходит сейчас, все ли там в порядке. Вот, поблагодарите персонал, и мы будем по-прежнему заботиться об этой категории больных. Так? Все. Далее Кабмин принял программу совершенствования противотуберкулезной помощи населению, которая нацелена на стабилизацию эпидситуации по данному заболеванию. Также была утверждена программа реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В нынешнем году на нее предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Задачами программы выступает создание системы реабилитации инвалидов и интеграции их в общество, а оснащение РРЦ расходными материалами для изготовления протезов голени и протезов бедра, а также медицинскими изделиями. Кабмин утвердил программу «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в вооруженных силах республики». Ее цель – обеспечение максимально возможного комплектования ВС физически и психически здоровыми призывниками. Также было принято распоряжение о единовременной выплате семьям добровольцев Казбека Биджева и Дмитрия Цвижба, погибших на Донбассе. Их семьям выплатят по 1 миллиону рублей. Премьер-министр отметил, что помимо выплат наш долг параллельно помогать семьям погибших. На заседании были также внесены изменения в постановление о нормах положенности автотранспортных средств. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сотрудники госстандарта проверили 2 спецмашины, реализующие газовые баллоны. В рамках инспекции были выявлены нарушения, связанные с недоливом газа, а также по технике безопасности. Лаура Капш расскажет подробности. На днях в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору поступила жалоба от потребителя о том, что он купил газовый баллон с недоливом пропана. 19 января сотрудники госстандарта выехали на проверку. Госстандарта у нас проверка по наполненности газовых баллонов. Будем сейчас у вас несколько баллонов возьмем, поставим на весы, проверим. Сотрудники госстандарта в хаотичном порядке изъяли 10 баллонов и проверили их на специальных весах. Проверка не выявила нарушений. По словам водителя, он работает по понедельникам и четвергам. Баллон газа у него стоит 900 рублей. Нужно отметить, что пустой баллон весит от 11 до 17 килограммов в зависимости от производителя. Что касается нормы заполняемости баллона, то она составляет 11 килограммов газа. 14,7. Да, должно быть. Так, пустая 14,7 пиши. 11 килограмм. 11 килограмм должно быть, да. 11 должно быть. 11 килограмм. 14,7. 25,7 должно быть. Ну, так она и есть. 25, 75. Там, сколько? Запиши. 75. Ну, 25, 80. Недоливом не обнаружено.
Единственное, какие наши замечания, это устаревшие баллоны, которые не прошли переаттестацию. Срок службы баллона вообще 5 лет. После 5 лет баллон должен проходить переаттестацию. Он закачивается водой под давлением и смотрят, есть где-то пропуски, трещины, какие-то дефекты баллона или нет. Такую аттестацию у нас, к сожалению, не проводят. В дальнейшем мы этого отразим в акте, то есть будем указывать, за это мы будем их штрафовать и требовать, чтобы эти баллоны либо утилизировали, либо провели аттестацию или закупят новые баллоны. По технике безопасности еще одно нарушение – это редуктороклапанная часть самих баллонов должна смотреть внутрь автомобиля, то есть не на проезжую часть. Это делается для того, чтобы в случае ДТП ничего не могло повредить сам редуктор, чтобы газ не высвобождался. Продолжая инспекцию, сотрудники госстандарта выехали на Абазинскую улицу, где реализуются заполненные газовые баллоны. По словам водителя, один баллон с доставкой на дом стоит 1000 рублей. Инспекторы, выбрав 10 баллонов, проверили их на соответствие норме заполняемости. Почти все проверенные баллоны оказались с недоливом газа. Баллон 2014 года, вес 12,6. Ну да. 21. То есть результат такой, что из 10 баллонов все 10 с недоливом, 8 из них по литру недолив и 2 баллона по 4 литра недолив. Значит, дальше мы будем составлять акт, опять же писать штрафы, выписывать каждый по своей части. То есть, если это потребнадзор взять, они будут писать акты о обмане потребителя. Департамент метрологии будет писать о недоливах и о том, что испытания не прошли баллоны. И по технике безопасности технадзор тоже будет свои акты писать. То есть и все вместе, все по отдельности будут штрафовать, выписывать предписания и следить за тем, чтобы они уже исправили ситуацию. По всем выявленным нарушениям будут составлены акты и даны предписания, на исполнение которых нарушителям будет дано от 15 до 30 дней. После чего сотрудники госстандарта проведут дополнительную проверку. В случае повторного неисполнения предписаний дела будут переданы в суд. Госстандарт напоминает, что по всем вопросам нарушения прав потребителей можно обращаться по номерам телефонов 222 54 58, 777 54 58. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Сухумской школе номер 3 имени Юрия Воронова установлен лифт для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум. После капитального ремонта в 2017 году, когда для учащихся открыла двери Сухумская школа номер 3 имени Юрия Воронова, здание было благоустроено по всем современным стандартам, предусмотрели и пандусы на входе. Но для учеников с ограниченными возможностями этого было недостаточно. Благодаря неравнодушным людям отныне в школе установлен лифт, с помощью которого в классы на 2-м этаже, в библиотеку и в спортзал смогут подниматься дети с ограниченными возможностями. Социальный проект, который так был необходим не только нашей школе. Я думаю, что многим школам очень нужны такие возможности, когда детям предоставляются равные возможности для обучения. Глава администрации Сухума Беслан Эшпа выразил слова благодарности инициаторам установки лифта и заметил, что данный опыт будет использован руководством столицы в планах при создании условий для маломобильных горожан. В первую очередь слова благодарности за инициативу, за правильный подход. И администрация, наверное, самое малое, что могла сделать вот в этом случае. Там, в последний момент, подключившись, там какие-то расходы взяли на себя. Огромное вам человеческое спасибо. И теперь появляется возможность нашей ученицы посещать и более удобным способом перемещаться по школе. У нас очень много планов в этом году и по учебным заведениям и так далее. И где будет необходимость установки такого рода лифта для маломобильных граждан и так далее с ограниченными возможностями, мы предпримем тоже определенные действия в этом плане, тем более, если опыт такой достойный есть. Мы всегда рядом и готовы помогать. Восьмиклассница Наала Чеги с 1 класса учится в 3-й школе. Классы старшеклассников обычно располагаются на 2-м этаже, но ее класс ради нее оставили на 1-м.
А подняться в спортзал, который находится на втором этаже, где маленькая Наала занималась баскетболом, ей всегда помогал учитель физкультуры Рамаз Микая. Но девочка выросла, на руках ее поднимать уже было сложно. И педагог задался целью изыскать возможность установки лифта в школе, чтобы его ученица смогла продолжить заниматься любимым видом спорта. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто помогал с лифтом. Теперь, благодаря всем вам, я смогу заниматься своим любимым видом спорта и вообще активно участвовать в жизни школы. Благодарна всем за участие, за инициативу, за поддержку этой инициативы, за то, что поверили в НАО на самом деле и вложили в такой маленький росточек так много усилий, средств, любви, доброты. Лифт турецкого производства приобрели при финансовой помощи главы московской абхазской диаспоры Беслана Агырба и председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусы Экзекова. Лифт был установлен при финансовой поддержке администрации Сухума. Благородному делу также поспособствовали вице-президент Бадра Гунба и общественный деятель Беслан Кубахия. Беслан Федорович очень скромно сказал, что мы в конце подключились, мы постоянно чувствуем вот эту поддержку, что Беслан Федорович, администрация города готова и прилагает усилия для того, чтобы поправлять ситуацию. Отдельно я хочу выразить благодарность Демуру Кишмания и прекрасной компании «Лифт-сервис», которые осуществляли монтаж этого прекрасного лифта. Устанавливала лифт абхазская фирма «Лифт-сервис». Инженер Роман Ибрагимов рассказал о технических характеристиках сооружения и подчеркнул, что даже при отключении электричества, что актуально в условиях Абхазии, в лифте никто не застрянет. В случае отсутствия света, лифт доедет до этажа и откроет двери. То есть шанс застрять минимальный. Грузоподъемность 400 килограммов. Скорость минимальная, больше и не надо здесь, остановки всего 2. С помощью турецких коллег мы создали все условия для поездки, для комфортной поездки с этажа на этаж. Кнопка «Стоп», все цепи безопасности функционируют. Директор Ассоциации инвасодействия Алхас Хагушев отметил важность установки лифта для учеников с ограниченными возможностями в общеобразовательной школе. Это школа, в которой уже сейчас в Абхазии, можно сказать, она инклюзивная. То есть школа, которая позволяет учиться детям с разного рода инвалидностью. Я хочу выразить огромную благодарность коллективу школы. Спасибо вам огромное, потому что без вашего участия, без того, чтобы вы свои сердца открыли, без того, чтобы вы приняли эту тему, вы все делаете уже не первый год для того, чтобы это состоялось. И мы надеемся, что как раз с вашей помощью, с помощью того, что вы показываете пример другим преподавательским коллективам, другим школам, этот процесс у нас пойдет дальше. Из 955 учащихся в школе 3 учеников с ограниченными возможностями. Но, как заметил учитель физкультуры Рамаз Микая, родители, которые услышат о созданных условиях в данной школе, несомненно захотят, чтобы их дети посещали это учебное заведение. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В завершение выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 20 января на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.